Приветствую вас, шановні українці, і всі ті, хто підтримує нас. Хай живе ненька Україна. И мы, благодаря нашей сплоченности и силе, перемогаем. Все у нас будет добре. Уже все добре. Сегодня с утра меня порадовало то, что я увидел видео, где наши крымчаки, крымские татары, вышли в Крыму с украинскими флагами и орали «Путин хуйло» и говорили «Крым – це Украина». Вот это да! Вот. Так что вскоре Донецк, Луганск и Крым будут наши. А россияне будут все это восстанавливать. Мы наведем порядок у них вместе с ними и с белорусами. У нас будет единая славянская Русь, киевская, которая вот отсюда вся пошла тогда и сейчас пойдет. Единое экономическое пространство и народ, который в духе своем свободен. Белорусы тоже молодцы. Их не начали там отказываться вообще. Многие идут в отказ и не хотят сюда идти, в Украину. Ихний начальник генштаба подал в отставку. Все, это уже говорит о чем-то. Так что, белорусы, те, кто так делает, мы с вами и поддерживаем вас. И благодарим, самое главное. Вчера сидел до 3 часов ночи, вел информационную войну на российских ресурсах, в телеграм-каналах, там, в фейсбуке. Ну, фейсбук у них там отключили. Вы знаете, да, реально, зомбари многие. И самое главное, знаете что? Они реально боятся того, что они натворили. И теперь они хотят, чтобы мы прогнулись и сдались. Ну, россияне, я вам еще раз повторю, вы от чего хотите меня освободить, и нас, украинцев? От нашей свободы? Не надо, нам она нравится. Мне нравится жить в свободной стране. Когда начался этот коронавирус, я, изучив право, изучив несколько юридических статей, ездил по всей Украине без всяких ПЦР-тестов, без всяких этих документов, которые необходимы для того, чтобы это делать. Понимаете, я никогда не таскаю здесь паспорт в Киеве. Я разговариваю с полицейскими так, как положено, на равных. И если он что-то делает не то, я ставлю его на место. У вас там такое возможно? Я вижу, что у вас там происходит. У нас здесь, когда начинают бить женщину или студентов, у нас тут начинается Майдан. И если это полицейские делают, их начинают просто лупить. А не так, как у вас там. Вытаскиваете все телефоны, снимаете и начинаете кричать: позор, позор. Позорники вы, что позволяете такое сделать. Позорники вы, что позволили этому крысенышу 20 лет вас гнобить. Весь Дальний Восток, пол Сибири отжали китайцы. А вы сюда смотрите? Вот это вам мулит, что здесь мы живем в свободной стране. Да, у нас есть проблемы, но мы их решаем и порешаем все. Теперь хочу сказать такую важную вещь. Я раньше, когда видел ваших погибших солдат, россияне, этих пацанов молодых, да, у меня внутри это вызывало печаль, сожаление и грусть. Но вчера
было прощенное воскресенье, и меня отправили ребята в увольнительную. Я вчера целый день был дома. Так вот, увидев наши разбомбленные города, мой любимый Харьков, Киев и другие, а особенно, когда я увидел лица детей, которые там погибли. Россияне, я теперь вам скажу, да, женщины российские, я буду убивать ваших мужей, сыновей, братьев, абсолютно без всякого сожаления и без всякой жалости. Но при этом я не буду к ним испытывать никакой ненависти. Это, знаете, как врач, который исцеляет больного от глистов, вот точно так я этот врач, который исцеляет Украину от этой нечисти и погони. И все остальные, кто, ребята, со мной здесь, думают точно так же. Я на нашем посту тут являюсь политруком. Провожу такую работу, разъяснительную и очень эффективную. За последние дни сейчас здесь остались только самые-самые здравые, правильные и классные парни. Всех остальную такую перхоть, которая тут присухарилась, вся она уже сдала оружие и вон, самое большее они тут нагружают нам мешки с песком. А кто хотел просто так тут что-то ничего не делать, те уже давно отправлены обратно в Освояси. Вчера еще, когда работал в интернете, в этих группах, очень многие мне там говорят: Рустем, твой фейс там мы засняли, отправили там братьям, кадыровцам, туда-сюда, так что жди. О, алло, я именно их и жду. Чтобы сюда пришли они, а не вот эти 20-летние пацаны, которых на пушечное мясо отправляют. И также с нами вместе там в Киеве ждут их чеченцы правильные. Они вчера со мной здесь общались, на посту проезжали. Так что не надо меня пугать. Почему моя фотография, мое имя, все там есть. Я не прячусь за пустыми никами, как вы, как проститутки. И вы еще меня хотите испугать. Так что подумайте о том, что я не испугался. Так, теперь здесь по фронтам. Каждый день, буквально вот эти дни, 2-3 дня были серьезные боестолкновения. Каждый день минус 1500 ихних жмуров. Там уже число перевалило за 17 тысяч. О, россияне, вы вот это хотели? Они всю технику ихнюю основную раздолбили. Я вчера смотрел видео с России, которые снимают ихнюю колонну, которую технику они отправляют. Там половина уже гражданской этой техники. И все это и реально по состоянию металлолом. У них исчерпался ресурс. Вот здесь сейчас нужно сделать один жесткий, точный, правильный удары, и они начнут текать. Ни в коем случае сейчас нельзя позволять вот эту затяжную войну нас втянуть. Поэтому я говорю, кто там есть, смотрит, вон, доносите туда, до этого штаба. Я говорю, нам нужно высокоточное оружие, поддержка Запада хорошими спецами и оружием. Я говорю, делать это надо так, как делали россияне там в Донецке и Луганске в 2014 году. Гуманитарная помощь. И все. И вот с такими мразями, которые бьют сзади и под дых, вот точно так же нужно поступать и с ними. Так, народ,
И теперь еще самый такой. Это самый-самый важный момент, украинцы. Этот этер я именно делаю ради этого. Многие, кто меня знает, они знают, что я таролог. И очень серьезно изучаю мистицизм, эзотерику и все, что с этим связано. Я думаю, многие из вас слышали, что такое трансерфинг реальности, да? Что такое работа с подсознанием и что такое пространство вариантов. Так вот, скажу вот такое. Я это называю магией сознания. Вот здесь, над нашим блокпостом, находится купол защиты. Вот там, в Стоянке, 8 километров всего отсюда. Ирпень, Буча, такие бои были. Это просто трэш. Вот здесь рядом Калиничи тоже. Это буквально 3-4 километра. А здесь у нас, ну такое. Вы понимаете, о чем я говорю? Теперь, есть такая... Вот те, кто знают, как это работает, они понимают, что сознание может творить чудеса человека. И мы делаем простой механизм, абсолютно простой механизм. Украинцы, сейчас все, кто меня смотрят и посмотрят, поставьте на своих телефонах на 6 часов вечера звонок будильника. И чтобы он звенел каждый день в 6 часов вечера. И когда прозвенит этот звонок будильника, то просто скажите себе: «Слава Украине! Героям слава!» И пошлите свою любовь Украине. Вот этого будет вот так. И я вам говорю, мы накроем куполом силы всю нашу реднюю неньку Украины. И вот эта нечисть, которая работает с той стороны, с инфернального мира, она просто вся разбежится и разорвется. Так, кто останется. Все, вот этим это волна любви. В 2014 году, когда эти события произошли на Майдане, я был там, мы собрались с активом украинских матерей и обратились к российским матерям, вот именно с просьбой о прекращении войны, что мы не хотим воевать. Здесь нету никаких нациков, этих упоротых там беспредельщиков, да, этих херопатриотов. Где они сейчас все? Все поразбегались. Вот она проверка того, кто есть реально справжний украинец. А те, кто, ребята, реально, есть многие, которые уехали, семьи, ребята, не проблема. Помогайте, да, вот реально, вы дайте свою толику сюда, да, но при этом постарайтесь, чтобы это было зафиксировано, что я такой-то, такой-то сделал для некой Украины. Где-то продукты, где-то денежку там. Найдете, есть много сейчас групп таких правильных, где правильные волонтеры. И все. Но главное, чтобы это было зафиксировано. Я такой. А все вот эти щуры, вот эта мразота, которая сейчас там повыезжала, наши волонтеры начинают жаловаться, как они себя ведут. Это вот такая мразь, которая ходит, пьет бутылку пива, да, и вот так выбрасывает потом ее там. Или бычок, где попало. А зато, когда день вышиванки или день Конституции, он выйдет там в этой вышиванке и будет орать: «Слава Украине!» Вот. Слава Украине, когда ты ведешь себя как человек. И когда ты относишься к нашей неньке Украине. Это же мать наша, как матери. Поэтому, украинцы, в 6 часов волна любви нашей редней неньки Украине. Все, просто говорите: «Слава Украине! Героям слава!» и пошлите частицу своей любви нашим воинам, нашим всем тем, кто сейчас находится под этими обстрелами, кто защищает наши города и села. И пошлите любовь земле нашей украинской. У нас все доброе. И все будет хорошо. Мы перемугаем.
Слава Украине! С вами был Рустем Аблаев с блокпоста «Горло дракона», отделение «Огонек». Счастливо, украинцы! На связи!